Здравствуйте, 16:00. Время новостей на АТР. В эфире «Заман». 31 октября, 1342 день аннексии Крыма. В студии Искандер Меметов. НАБУ задержала сына министра внутренних дел Авакова. У Александра Авакова провели обыски в рамках расследования по рюкзакам, которые закупила МВД. В Харькове, где живет Аваков-младший, окружили квартал. В феврале 2015 МВД заключила договор с ООО «Днепровент» на 5000 рюкзаков стоимостью 14,5 миллионов гривен и ЧП «Плигачев» на 1000 рюкзаков стоимостью 2,1 миллиона гривен. В июне 2015-го вышло журналистское расследование о том, что рюкзаки приобретены через предприятие подконтрольное Арсену Авакову. Генпрокуратура начала уголовное производство еще в июле 2015-го. Тогда генпрокурор Шокин передал дело по последственности военной прокуратуре. А в прошлом году, в апреле, ГПУ передало дело Национальному антикоррупционному бюро. В МВД уже прокомментировали действия НАБУ. В течение всего времени работы на должности министра внутренних дел Украины в отношении министра, членов его семьи и ближайших коллег распространяется недостоверная информация, направленная на дискредитацию Арсена Авакова как политика и дискредитация мер, принимаемых МВД для модернизации и оздоровления правоохранительной и судебной системы и защиты государства от российской гибридной агрессии. Экстренное заседание правоохранителей состоится в ближайшее время. Темы будут две – убийство Амины Акуевой и теракт возле телеканала «Эспрессо». В заседании примет участие и глава нацполиции Сергей Князев. Правоохранители расследуют две версии нападения на добровольцев Акуеву и Осмаева, действия российских спецслужб или месть Рамзана Кадырова. Об этом и других подробностях следствия по телефону АТР сообщил советник главы МВД Зорин Шкіряк. Напад і обстріл був здійснений з автоматичної зброї калібром 5,45, наскільки мені відомо. Тобто, скорше за все, це автомат Калашникова. І ймовірніше всього вбивць було двоє. Один наводив, керував, координував, другий здійснював безпосередній обстріл. Русский след в убийстве Амины Акуевой видит и секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, Кремль, продолжая агрессию на Украинском Востоке, развернул террор и в глубоком тылу. Это вызов для Украины, и ее ответ должен быть жесткий и адекватный, отметил Турчинов. Сьогодні ми втратили Аміну Акуєву, яка стала справжнім героєм чеченського і українського народу. Для кожного патріота України вона стала рідною сестрою, і ворог повинен відповісти за вбивство нашої сестри. С утра на месте событий, где расстреляли машину Амины Акуевой и Адама Осмаева, правоохранители проводили следственные действия. Территория была отцеплена и еще со вчерашнего вечера. Сегодня около 11 утра вывезли машину Осмаева и сняли отцепление. Только после этого в место смогли попасть журналисты. Однако официальные комментарии следователи пока не дают. О первых результатах работы обещают сообщить в ближайшее время. Говорят только, что нападавших ищут на территории Киевской области. Він введений по Васильківському району і найближчих регіонах, які межують з Васильківським районом. Він до цього часу триває, його результати теж узагальнюються і поки що ми їх не розголошуємо. Ночью Адама Осмаева с Васильковской больницы перевезли в центральный госпиталь МВД. Он находится под усиленной охраной. Вооруженные силовики не пускают посторонних даже в коридор отделения. Осмаеву пуля попала в ногу. Врачи в комментариях немногословные сообщили лишь, что его жизни ничего не угрожает. Йому не гірше. Нормально. Йому не гірше йде, якийсь там важкий, стабільний, середньої тяжкості. Я не можу цього коментувати. Він нормально себе почуває, він в свідомості, не гірше, ніж вчора. Трагедия произошла вчера в половине 9 вечера. Полиция квалифицировала расстрел супругов как заказное убийство. Об обстоятельствах покушения на Амину Акуеву подробнее в сюжете. Первые выстрелы в поселке Глеваха услышала дежурная железнодорожного переезда. Валентина говорит, на работу заступает в 8 вечера, и уже через полчаса прозвучали выстрелы. Сильный грохот слышала, сильный такой удар. Что я была на балконе, и вот это оно так взорвалось, вроде бы такой сильный грохот. Как раз поезда не было в это время.
Амина Акуева и Адам Осмаев ехали в машине. Они возвращались с собственного дома возле Киева. И тогда по ним открыли огонь. Киллеры устроили для них засаду, стреляли из куста возле переезда. За рулем был Адам Осмаев. Его жена Амина Акуева сидела в пассажирском кресле. Ее убили выстрелом в голову. Адама с ранением в ногу доставили в больницу и прооперировали. Его жизни ничего не угрожает. Все разлеталось вокруг меня и попало в голову. Я сколько мог проехал, еще машина тоже, когда двигатель попали, что не знаю, остановилась. Я ее пытался оказать первую помощь там. Но ей в голову попали. Так что. Через 200 метров от места трагедии полицейские установили ограждение. Журналистов туда не пускали. Правоохранители не установили виновных в убийстве Амины Акуевой. Их ищут. В Києві і області действует план «Сирена». Хто злочинці, поки що не знаємо, але над цим працюємо. План перехоплення відповідно. Всі прилеглі області зараз працюють на встановлення і затримання злочинців. Машину изрешетили несколько пуль, заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов. Идут следственные действия, и поэтому подробности правоохранители не разглашают. Можу сказати, що це була не одна куля. Опрацьовуються всі можливі наявні докази, зокрема застосовуються технічні засоби для фіксації виявлення. Які версії наразі розглядаються? Їх декілька, на жаль, я зараз повідомити вам не можу. Акуева и Осмаев были активистами, участниками революции достоинства и войны на Донбассе в составе батальона «Киев-2». Поддерживали торговую блокаду Крыма. Это было уже второе нападение на пару. 1 июня в Киеве на Подоле с Акуевой и Осмаевым договорился о встрече мужчина, который представился французским журналистам. В ходе беседы в автомобиле злоумышленник выстрелил в Адама. В ответ Амина, выхватив свой пистолет Макарова, произвела несколько выстрелов. После этого семью долгое время охраняла госохрана, но потом от охраны отказались. Эльвина Сидбулаева, Дарина Иванютенко, Ислам Пинка, Заман, АТР. Через несколько минут тело Амины Акуевой доставят в исламский культурный центр Аль-Раид, где проведут джиназе намаз, заупокойный молебен. Ее друзья и побратимы придут попрощаться с Аминой Акуевой и проводить ее в последний путь. Амина Акуева сотрудничала с нашим телеканалом. Она готовила к первому эфиру свою авторскую программу и имела большие планы в журналистике. Сегодня телеканал АТР покажет первую и последнюю программу «Герой Кавказа» Амины Акуевой, которая выйдет в эфир в 22:15. Постоянная борьба северокавказцев является беспримерной историей отваги и самопожертвования. Руслан Зейтулаев требует экстрадировать его в Украину. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев. Он встретился с Русланом в городе Салават, республике Башкортостан, куда этапировали Руслана. Севастопольцу Руслану Зейтулаеву оккупанты 27 июня увеличили тюремный срок с 7 до 15 лет колонии строгого режима, обвинив его в создании ячейки, запрещенной в России Хизбут Тахрир. Руслан Зейтулаев написал около 5 заявлений по поводу экстрадиции его в Украину. Пока ответа нету. Он его уверяет в том, что это долгая процедура от 6 до 10 месяцев. Если его требования не удовлетворят, его не экстрадируют в Украину, то он объявит очередную голодовку. Украина сегодня подаст свой первый проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Сегодня об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Павел Климкин и рассказал, что этот документ будет чрезвычайно жестким и мощным. Резолюция должна обеспечить поддержку в вопросах деоккупации. Она требует выполнить решение Суда ООН о возобновлении работы Меджлиса на территории полуострова. С этим полностью согласен и Ахтем Чийгоз, заместитель председателя главы Меджлиса. По его словам, этот проект резолюции более концентрированный и по сути. Це найпотужніша резолюція, яку ми на сьогодні представляли. Вона містить багато нових елементів. По-перше, це підтримка України у питаннях деокупації Криму. Другий момент, і цього не було в жодної з попередніх резолюцій, це вимога виконати рішення Міжнародного суду ООН. Я считаю, что данная резолюция, она вносит конкретизацию. Я убежден, что это вот те шаги, которые консолидируют мировое сообщество и в первую очередь европейские институты для того, чтобы остановить агрессора.
Это все новости к этому часу. Не пропустите следующий выпуск «Заман» на крымско-татарском языке с Шевкетом Намутулаевым в 17:00. И узнайте больше. Сейчас эфир продолжит программа «Булгун» с Олегом Борисовым. Будьте с нами.